Сегодня мы расскажем о важном этапе уйгурской истории – ганчжоуский каганат и уйгуры Шачжоу. 9 век. Великий шелковый путь проходит через узкий коридор, длиной в 1000 километров, коридор Хэси. Тот, кто владеет этим проходом, контролирует всю торговлю на шелковом пути. Долгое время за этот регион сражались великие империи – уйгурский каганат, династия Тан и Тибет. В середине 9 века после безжалостной засухи в монгольской степи распадается могущественный уйгурский каганат. Уйгуры по нескольким направлениям перемещаются из безжизненной степи в благодатные оазисы Кашгара, Турфана и Дунхуаня. Одна ветвь правящего уйгурского рода Яглакар захватывает коридор Хэси и основывает ганчжоуский каганат, который просуществовал более 150 лет, пока не вошел в состав Тангутско-уйгурской империи Сися. Правящий род Яглакар в ганчжоуском каганате вел свою родословную от смешанных династических браков уйгурских каганов и китайских принцесс династии Тан. Китай отдавал своих принцесс другим кочевникам неохотно и часто слал лжепринцесс, дочерей чиновников или дальних родственниц. Но для уйгурского каганата делалось исключение. Правящему роду Яглакар отдавали родных дочерей императоров. Главные брачные союзы, описанные в китайских хрониках, это принцесса Нинга, дочь императора Судзуна, выданная в 750 году за Бэнчур Кагана. Принцесса Синьянь, дочь императора Дэцзуна. Она прожила в уйгурском каганате 21 год, была женой последовательно 4 уйгурских каганов из рода Яглакар и умерла в 808 году. Ее сыновья и внуки составили костяк уйгурской знати. Принцесса Таянень, знаменитая Тайхэ, дочь императора Синьцзуна, выданная в 821 году за Кучлук-Бельге Кагана. Именно она была главной хатун, царицей уйгурского каганата, когда он распался в 840 году. Именно за ней охотились кыргызы, чтобы Китай признал их. Уйгурские каганы, правившие в ганчжоуском каганате, были ее потомки, генетически и официально признанные племянниками и кузенами китайских императоров. Когда империя Тан пала в 907 году и Китай погрузился в хаос эпохи 5 династий, уйгурские каганы ганчжоуского каганата оказались в уникальном положении. В Китае легитимных императоров не осталось, а в Ганчжоу правили уйгурские каганы, имевшие прямую кровную связь с императорской династией Тан. В глазах китайского населения коридора Хэси, включая Шачжоу, уйгурские каганы были единственными законными потомками императорской династии. В переписке с новыми китайскими династиями, поздняя Лян или Сун, уйгурские каганы Ганчжоу-города именовали себя уйгурским племянником или дядей по отношению к Китаю, а китайские императоры официально обращались к ним как дядям или племянникам. Это был единственный случай, когда имперский Китай признавал равенство или близкое родство с иноземными правителями. Почему же Китай был вынужден признать родство с уйгурскими каганами? После неудачной попытки кыргызских банд похитить китайскую принцессу Тайхэ, она оказалась в руках уйгурского Угэ-кагана. Он выдвинулся в Китай для переговоров, но император Удзун отправил армию на спасение своей сестры. Они разбили истощенный отряд Угэ-кагана и вызволили принцессу. Когда принцесса Тайхэ наконец вернулась в столицу Чиньянь, император и весь двор встречали ее как героиню. Она подробно рассказала брату, какие именно ветви уйгуров сохранили власть и кто является ее потомками. И именно ее свидетельства помогли тем уйгурским каганам, которые основали новый уйгурский каганат в коридоре Хэси и Ганчжоу, получить официальное признание Китая. Династия Тан, признавая их статус, охотно пошла на контакт с ганчжоускими уйгурами рода Яглакар, признав в них законных наследников уйгурского каганата. Даже когда сама династия Тан пала, сменившие ее династии поздняя Лян, поздняя Тан и, наконец, Великая Сун продолжали использовать этот титул в переписке, потому что он был юридически засилен в международных делах между уйгурским ганчжоуским каганатом и Китаем. Правители Ганчжоу носили титул каган, подчеркивая преемственность от великого уйгурского каганата. Позже в дипломатической переписке с китайскими династиями закрепился статус идикутов, священных правителей, по аналогии с другой ветвью рода Яглакар, правивших в Турфане. Границы ганчжоуского каганата простирались на запад коридора Хэси, восточная граница проходила по линии, разделявшей Ганчжоу и владение Дуньхуан, и контролировал важные города – Сучжоу, Гуачжоу, Аньси, Шачжоу, Дуньхуан. На юге – горы Цилиншань, граница с Тибетом. На севере – пустыня Бадайн-Джаран, кочевье монгольских племен. На западе соседствовали с турфанским идикутством. Иногда граница проходила по оазисам Куча-Карашар. Ганчжоуское идикутство контролировало центральную часть Хэсийского коридора, протяженностью около 500 километров. Его столица, Ганчжоу, была крупным торговым центром на шелковом пути. Государство играло роль посредника между Китаем, Центральной Азией и кочевыми народами. Уйгурские каганы Ганчжоу оказались между сильными соседями. С одной стороны родственный турфанский идикут, с другой китайские империи, на север империя Кидани-Ляа, поэтому их внешняя политика была шедевром дипломатии. С Китаем эпоха 5 династий и 10 королевств. Затем династия Сун, уйгурский каганат Ганчжоу поддерживал подчеркнуто дружеские, союзнические отношения. Китайские императоры официально признавали уйгурских каганов Ганчжоу, присылали им титулы, брали в жены уйгурских принцесс и выдавали своих принцесс.
На севере крепла мощная империя Ля. В прошлом, когда был уйгурский каганат, племена Кидани и Дада входили в число его подчиненных. После миграции уйгуров в оазисы и переходу к городской жизни, кочевые Кидани и Дада разделили бывшие уйгурские степи, и между ними долгое время шла война. В то же время Дада поддерживали тесные союзнические отношения с ганчжоускими уйгурами. Дада — это мощный кочевой союз племен в Восточной Монголии, который китайские хроники называют Дада, а в русской традиции это татары. К нему причислял себя и сам Чингисхан на начальном этапе своего возвышения. Они говорили на древнемонгольском и древнеуйгурском языках. Основатель империи Кидани Ля Елюй Абаотзи был женат на культовой женщине, императрице Шулюй Пин. И китайские, и киданьские хроники прямо зафиксировали, ее родной отец, Шулюй Пагу, был чистокровным уйгуром. Ее дед и прадед занимали высшие посты в уйгурском каганате. Когда Елюй Абаотзи создавал свою империю, он ввел постоянные фамилии. Своей мужской линии он дал фамилию Елюй, а всему уйгурскому роду своей жены — фамилию Сиа. Императоры Ля были обязаны брать жен только из уйгурского рода Сиа. Женившись на уйгурке рода Яглакар, Елюй Абаотзи мгновенно легитимизировал свою выскочившую из ниоткуда династию. Это означало: да, я просто кидань. Но мои дети — наполовину уйгуры царской крови, а значит, наследники и великого уйгурского каганата, и китайских императоров Тан. Когда Елюй Абаотзи умер, по древнему киданьскому обычаю жену требовали похоронить заживо вместе с мужем. Уйгурская принцесса хладнокровно отрубила себе правую руку, бросила ее в гроб и сказала вельможам: «Мои дети слишком малы, а государству нужен правитель. Рука пусть лежит с мужем, а я остаюсь править». И уйгурская императрица правила железной рукой еще 2 десятилетия, казня генералов и лично назначая императоров. В начале XI века на ганчжоуский каганат усилили натиск тангутские племена, создававшие государство Сися. В 1028 году тангутский император Ли Юаньхао захватил Ганчжоу, а к 1036 году уйгурский каганат Ганчжоу вошел в состав империи Сися. Часть уйгуров ушла в Турфан и Коча, другая — в киданьское государство Ляа, но многие остались в империи Сися и заняли привилегированное положение. Уйгуры стали одной из ключевых опор тангутского государства. У тангутов не было собственной глубокой буддийской традиции. Именно уйгуры выступили в роли учителей и переводчиков. Уйгуры, владевшие санскритом, а также китайским и тибетским языками, перевели множество буддийских сутр на тангутский язык. Более того, уйгурское письмо стало основой для создания тангутской письменности. Уйгурские ламы и монахи занимали высокие посты при дворе, в том числе должность государственного наставника. Они влияли на внешнюю политику Сися, особенно в отношениях с киданями. Уйгуры в коридоре Хэси пользовались исключительной автономией. Они сохраняли своих старейшин, внутреннее самоуправление, уйгурские торговые караваны были освобождены от налогов и пошлин. Это была уникальная привилегия, которая позже будет и в Монгольской империи. Уйгуры контролировали всю торговлю по шелковому пути через территорию Тангутской империи. Благодаря уйгурам буддизм Ваджраяна проникал в тангуто-монгольский мир, а через тангутов — и в более позднюю Монгольскую империю. Многие уйгурские буддийские тексты, найденные в знаменитом городе Харахота, написаны на уйгурском языке и свидетельствуют о процветании школы цветущего лотоса. В Харахота, столице империи Сися, обнаружено множество уйгурских буддийских рукописей, стенных росписей с уйгурскими надписями. В коридоре Хэси сохранилось военное губернаторство еще со времен династии Тан, Гуйцюнь, позже выделившееся в Западное ханьское государство Золотая гора, Цзиньшань. Западная Хань подчеркивала преемственность от великой ханьской цивилизации и служила противопоставлением востоку Китая, узурпаторам из династии поздняя Лян. Ганчжоуский каганат, контролировавший бывшую столицу Гуйцзюнь, не могли позволить никому контроля над этим участком шелкового пути, и это закончилось для китайского царства катастрофой в 911 году. Войска уйгурского военачальника Тегина осадили Шачжоу, Дуньхуан. Сил на сопротивление не было, а обращение за помощью к Тибету результата не дало. Падение было неминуемо. Чтобы спасти город, жители Шачжоу, в том числе сановники и монахи, подписали челобитную 10 тысяч жителей Шачжоу. Договор был исключительно унизительным и включал следующие условия. Правитель Чжан Чинфэн признавался сыном, а уйгурский каган — отцом. В тексте прямо говорилось: «Сын неба, сын, каган — отец». Территориальные уступки спорных округов Ганчжоу и Сучжоу была лишь частью договоренностей. Чжан Чинфэн обязывался лично выйти на капитуляцию, регулярно платить дань и не расширять свои владения за пределы Дуньхуана. После поражения от уйгуров государство в 911 году было переименовано в Западное ханьское государство Дуньхуан. Унизительный мир поставил Дуньхуан в вассальную зависимость от уйгуров. В 914 году, после смерти Чжан Чинфэна, к власти пришел Цао Цзинь. Первым делом он полностью отказался от имперских амбиций. Он упразднил государство Западное ханьское царство Золотая гора и восстановил титул военного губернатора Цзидуши.
Вместо конфронтации с уйгурами и претензий на былое величие империи Тан, он сделал ставку на прагматичный и многовекторный подход, направленный на выживание и стабильность. Но самой эффективной стратегией Цао Цзиня стал династический брак. Он понимал, что контролировать коридор Хэси невозможно без союза с уйгурами ганчжоуского каганата. В 915 году он отправил послов с богатыми дарами к уйгурскому Тяньму Кагану с просьбой выдать за него его дочь. Уйгурский Каган поставил условие: его дочь должна стать главной женой. Цао Цзинь, понимая политическую важность союза, принял это требование. Первая супруга имела особый статус и власть, а ее дети — преимущественное право на наследство. Согласившись, он фактически гарантировал будущему сыну от этого брака возможность наследовать власть, что укрепляло узы двух родов — китайского и уйгурского. В итоге, сын от небесной уйгурской принцессы, Цао Юаньдэ, стал наследником. Хотя у Цао Цзиня уже были старшие сыновья от предыдущих жен, именно сын от уйгурской принцессы, Цао Юаньдэ, унаследовал власть. В знак уважения к уйгурской жене и могущественному уйгурскому клану ее сын стал следующим правителем. Он сделал брак системным инструментом политики, также женившись на уйгурской принцессе и выдав дочь за правителя Хотана. Этот династический брак привел к целой цепи позитивных изменений, которые стабилизировали регион на десятилетия. Благодаря родственным связям с уйгурами, набеги уйгуров прекратились. Отношения между двумя государствами улучшились настолько, что открылся уйгурский рынок, где действовала новая для того времени система: сначала товар, потом оплата. Так начался экономический расцвет Гуйцзюнь. Его потомки продолжали эту практику. Династия Цао правила в Дуньхуане более века, с 914 по 1036 год. В память о своей матери, уйгурской принцессе, которая вошла в историю как небесная принцесса, ее сын и преемник престола, Цао Юаньдэ, построил в ее честь святилище Магаа. Главная фигура первая слева — небесная принцесса Ли, дочь уйгурского кагана ганчжоуского каганата, и ее официальный титул звучит как «Священная и просвещенная небесная принцесса Ли из Ганчжоу». Она — старшая и самая почитаемая женщина в роду Цао. Далее — жена уйгурского кагана Ганчжоу. Третья — жена уйгурского эдикута Хотана, и лишь четвертая — госпожа Сун, мать Цао Цзиня. Молодые принцессы далее — это внучки уйгурской небесной принцессы Ли. Это младшее поколение уйгурского клана, которые связали узами брака три важнейших государства Шелкового пути — ганчжоуский каганат, хотанский эдикут и Дуньхуан. Таким образом, уйгуры взяли под полный контроль самое сердце Шелкового пути.